На прошлой неделе меня запугал Рауль Лолуа, который требует за мое субъективное мнение целых 200 тысяч. Слава богу, рублей. В такую сумму экс-министр оценил свою честь и достоинство в судебном иске против меня, журналиста Изиды Чания. Браво! Я понимаю, что для Лоло 200 тысяч – это не деньги, но для меня это годовая зарплата. А так как взяток я не беру, да и не предлагают, свой бизнес не имею, газету трудно назвать бизнесом, и внешние силы под свободу слова в Абхазии вкачивают деньги отнюдь не в абхазские СМИ, то мне надо думать не о демократических свободах в стране, а о том, чтобы такие, как Рауль Лолуа, не отобрали у меня и то, что мне удается заработать своим трудом. И несмотря на то, что начинающий за мой счет рекламную кампанию политик лукавит, я решила, а что ж мне, больше всех нужна эта свобода слова в Абхазии, чтобы я с открытым забралом, да против мужчин с битами. В общем, я испугалась, и отныне с абхазскими героями из спецназа я прерываю всяческие контакты и говорить буду сугубо о грузино-абхазских отношениях. Их не существует, а поэтому это безопасно. И офис не сожгут, и машину не расстреляют. Бог даст, и сама еще поживу. А свободу слова пусть отстаивают мои коллеги, которым еще не надоело говорить о тех, кому власть и деньги застят интересы страны. Итак, очень важная тема. Последние события в Грузии меня умилили. Наши соседи слева, если стоять лицом к морю, а я всегда мыслю себя лицом к морю, вдруг заговорили о мягкой силе России. Столь мягкой, что грузины стали постепенно утопать в этих перинах и подушках из грузинских лезгинок и грузинских черкесок, несущихся из голубых экранов российского телевидения. Но периодически, вырываясь из этого обломовского сна, сквозь негу и восторг, они не забывают кричать об российских войсках, оккупировавших Абхазию и Осетию, и сопротивляться финансовым вливаниям из России. Конечно, они не против российских пенсий, но как-то хочется все это иметь и не быть обязанным. Нам ли их не понять? С чего такое лирическое отступление? Да с выступления грузинского то ли политика, то ли аналитика Зураба Анджапаридзе, который потряс меня своей глубокой печалью о том, что российские туристы стали посещать Грузию. Приезд российских туристов в Грузию – просчитанный шаг, говорит он. А сейчас вдохнули и вслушались. Глаз привыкает к русским лицам. Агрессия к россиянам уменьшается, появляются контакты между людьми, сетует Анджапаридзе. Ничего не переврала, все дословно. Грузинские НПО переживают, что отношения между Грузией и Россией налаживаются. А теперь вопрос к нашим переговорщикам. С кем, скажите на милость, мы пытаемся вести диалог на женевских встречах в непонятном формате? Их даже от русских лиц мутит. А представьте, как мутит от абхазских. Мы-то им даже военных баз не оставляли. А если учесть результаты грузино-абхазской войны, то от наших лиц их должно мутить гораздо больше, чем от всего российского Северного флота. Но политика мягкой силы, впрочем, как и не мягкой, видимо, не вызывает аллергии только у абхазов. И, судя по всему, плевать мы хотели на то, что по требованию Шеварднадзе нам объявили блокаду все страны СНГ, что по инициативе Грузии нас ограничили в праве посетить Акрополь, увидеть Ватикан, насладиться шедеврами Лувра и Дрездена. Да мало ли на свете чудес, после которых жажда власти рассыпается в прах. Но мы не злобные. И у нас нынче другое развлечение. Мы уничтожаем свою страну методично, с чувством, граничащим с безумием, напрочь забыв о том, что отношения с левым соседом у нас так и не определены.
А что касается судебного процесса Лолуа против свободы слова, добро пожаловать. Надеюсь, что экс-министр откликнется на мою просьбу и будет защищать свою честь сам, а не делегируя все свои достоинства адвокату. Я не гарантирую, что победа останется за мной, но обещаю интересную программу. Улыбайтесь, господа, ведь серьезное выражение лица – это еще не признак ума. И раз уж мы смеемся над грузинами, самое время расхохотаться в лицо самим себе. Ведь это мы, вместо того, чтобы остановить захват МВД, судимся с журналистами, а вместо того, чтобы предложить действенные способы борьбы с ДТП, проводим круглые столы о критической общественно-политической остановке, которая создана нашими же усилиями. Но если повезет и наши политики дадут нам дожить в этой стране до понедельника, то в следующий вторник мы опять поговорим о грузино-абхазском конфликте.